не уходя сейчас в историю вопроса, здесь Адгуль Амирович уже сказал, естественно, сегодня политический кризис триггером стал именно вот это вот как раз таки соглашение, которое никак не могли они понять, что это не может быть полезным для страны, для нашего народа в целом. Но на фоне всех этих политических событий президент ушел в отставку. Но вопрос-то остался открытым, и мы не можем постоянно его держать как бы в закромах, да, наших. Тем более ни президент перед уходом не отозвал, ни нынешний руководитель его как бы не отзывает, потому нам в любом случае как парламенту придется принимать решение по этому соглашению. В связи с этим вчера было подготовлено письмо обращения к спикеру парламента Лашину Гзаровичу, где подписало на вчерашний день уже 18 человек, но еще 3 по тем или иным причинам отсутствуют в Абхазии, но мы их мнение знаем. Они сегодня, да? Депутатов, да, тех, кто отсутствует. Где-то в пределах, ну, будет это письмо дополнено, может быть, до 21 человека, но нам и 18 хватает для, значит, инициирования неочередной сессии. Для этого, то есть, хватает 12 человек, но у нас даже уже абсолютно, то есть, простое большинство тоже есть. Так что мы сегодня эту бумагу будем официально регистрировать и отправлять спикеру. Чтобы, мы хотели бы, чтобы наши граждане знали, в этом письме датировано 3 декабря, то бишь это получается во вторник. То есть наша просьба, чтобы провели внеочередную сессию. Правда, значит, по время проведения или дня проведения может корректировать сам спикер. Может быть, это или в понедельник, или вторник, но не позднее вторника, наверняка решение будет принято. Но предварительно мы на вторник планируем внеочередную сессию. Возможно, будет или в понедельник, или вторник. Но люди, наши граждане, в любом случае, окончательный день нашего съезда, проведения, не съезда, я извиняюсь, сессии, они будут проинформированы. Я думаю, что народ воспримет правильно решение парламента, а там однозначно есть понимание, что ну, с этим соглашением надо заканчивать, и заканчивать, как тоже мы знаем, то есть его не принимаем. Мы так уже как бы обговорили, и ну, в принципе, вот такая работа проведена в парламенте. Обязательно сегодня письмо будет зарегистрировано и ляжет на стол спикера парламента. Разное, конечно, мнение есть. 35 депутатов, ну, одно и то же могут по-разному, да, сказать. Вот для меня было показательно, последнее слово взял Адгуль Рафетович, но мы все его хорошо знаем, он большой патриот страны, очень мудреный человек, мудрый. Ну, разное, когда мнение появилось, он сказал: друзья, мы что, не знали, куда мы выбираемся, что это парламент, что это народно избранные люди мы здесь. Мы как раз и должны решать судьбу страны. Не надо этого стесняться и бояться. Если мы сюда избраны, мы должны на себя ответственность брать. Раз этот документ остался уже в стенах парламента, мы должны его и закончить. То есть вот это последние его слова были. И не надо бояться брать на себя ответственность. Вы знали, куда идете. Многим там, кто сомневался, как бы он аргументом это сказал. Это было очень правильно сказано. И я думаю, многих это тоже дала возможность поразмыслить, кто для чего вообще парламент должен был прийти. Да, это на самом деле ответственное, наверное, решение будет, но это ответственность каждый 35 человек между собой должны поделить. Это не должно быть висеть на спикере или на отдельно взятых депутатах. Пусть все депутаты это делят. Но был момент, мы не хотим сейчас углубляться, как это случилось, сколько предупреждений было, просили, убеждали, аргументы приносили, но не все нас услышали. Но сегодня, коль такая ситуация, я думаю, друзья поддерживают, коллеги поддерживают, что тогда уже ответственность не
Кто-то должен на себя взять там правительственные или президентские депутаты или оппозиционные. Это наш один народ нас избрал, и мы ответственно должны всем на себя взять.